Экс-замминистра транспорта и дорог приговорен к 14 годам лишения свободы. США снижает визовые сборы для граждан Кыргызстана, и команда нашей страны примет участие в танковом биатлоне. Об этих и других событиях в ближайшие 10 минут. В студии работаю я, Джибека Парбекова. Здравствуйте. Первомайский районный суд в столице приговорил бывшего заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Дюсубалиева к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он был задержан при получении взятки в $50 тысяч. По версии следствия, ранее он уже получил $120 тысяч, а всего ему должны были передать $520 тысяч. Обвинение просило для него 20 лет тюрьмы. Второй подсудимый Болот Токтобаев, которого обвинение назвало посредником при передаче взятки, осужден на 6 лет лишения свободы. Третий подсудимый Бехрус Гулрузов, обвиняемый в даче взятки, приговорен к 2 миллионам сомов штрафа. Он освобожден из-под стражи в зале суда. США согласились снизить визовые сборы для граждан Кыргызстана, получающих студенческие и рабочие визы. Изменения вступят в силу 7 августа этого года, сообщили в посольстве США. Министерство иностранных дел Кыргызстана согласилось облегчить выдачу виз для дополнительных групп, отвечающих требованиям студентов из стран региона для обучения в УЦА. Между тем, Соединенные Штаты предоставят стипендии студентам из Центральной Азии и Афганистана для обучения в УЦА. Делегация США призвала расширять сотрудничество для развития экономики, повышения безопасности, подготовки к борьбе со стихийными бедствиями, защиты прав человека, борьбы с торговлей людьми и поддержки обучения английскому языку. В соответствии с приоритетной целью США, направленной на содействие развития торговли и инвестиций, 10 октября этого года посольство впервые организует международную выставку франшиз и торговли в Бишкеке. На выставке компании США, Европейского Союза, Южной Кореи и Японии установят связи с кыргызскими и региональными лидерами бизнеса. Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере возобновляемых источников энергии. Больше расскажет Нургуль Саматова. О том, что малая гидроэнергетика в Кыргызстане имеет огромный потенциал, эксперты говорили не раз. Большую заинтересованность во вложении инвестиций в эту сферу выражали и бизнесмены. Однако закон о возобновляемых источниках энергии, принятый почти 11 лет назад, имел некоторые недостатки. Они не позволяли полноценно развивать эту отрасль. Последние 3 года бизнесмены, члены Ассоциации малых ГЭС, экономические эксперты предлагали внести изменения в этот закон. Голос частного сектора был услышан, парламент и президент поддержали внесение изменений. Для нас самое главное – это политическая стабильность, законодательная стабильность и политическая воля. Мы видим, что воля на самом высоком уровне проявлена. И я надеюсь, что этот закон он будет нашей точкой отсчета для нашего, скажем, местного кыргызстанского, скажем, бума даже, да, для именно развития малой гидроэнергетики, для того, чтобы мы использовали все наши ресурсы для того, чтобы инвесторы приезжали, не боялись, что у них не будет нехватка энергомощностей, что они смогут в любой точке нашей страны открывать свои предприятия, услуги, промышленность. Энергетика – один из приоритетных секторов экономики в стратегии 2040. Но наряду с крупными проектами одновременно власти намерены развивать малую энергетику, поскольку потребление электроэнергии ежегодно растет. Развитие альтернативных источников энергии является большим приоритетом для целом развития страны. Мы создаем благоприятные условия для наших инвесторов, поскольку были пересмотрены коэффициенты возмещения, разница для инвестора, то есть кто инвестирует. И на сегодняшний день данные коэффициенты были рассчитаны с учетом реальных возможностей нашего энергосектора. Кыргызстан богат водно-энергетическими ресурсами, но использует всего 9–10%. Сейчас в стране действует 16 малых гидроэлектростанций. Развитие этой отрасли положительно скажется на экономике отдаленных регионов и повысит благосостояние кыргызстанцев, уверены эксперты.
Становится необходимым развивать наши, конечно, экспортные возможности. Экспортные возможности – это значит дополнительные промышленные объекты, дополнительные рабочие места, развитие нашей экономики, развитие благосостояния нашего народа. Без бесперебойной поставки энергомощностей этого сделать невозможно. Крупные проекты, особенно в сфере энергетики, они требуют очень больших объемных работ. Кроме огромных финансовых вложений, это в первую очередь политические решения. Зачастую они занимают очень много времени. Самое быстрое решение и самое важное решение – это развивать именно нашу гидроэнергетику, малую гидроэнергетику. В целях сбалансированного распределения энергомощностей по регионам со стороны Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования будет выработан механизм квотирования по районам. Разработан будет механизм компенсации затрат от производителей ВИА с учетом повышающих коэффициентов. И, конечно же, этот закон позволит распределяющим энергокомпаниям полученные выгоды направлять на обновление оборудования и линии электропередач. В целом правительство Кыргызской республики, я как уполномоченный орган, видим только положительные стороны с учетом принятия этого нового закона. По данным Минэкономики, ежегодно дефицит электроэнергии растет на 1 миллиард киловатт-часов, и в дальнейшем потребление электроэнергии только увеличится. В таких условиях развитие малых ГЭС является необходимостью для экономики страны. Тем более, что рельеф и водные ресурсы Кыргызстана позволяют строить малые гидроэлектростанции почти в любом регионе страны. Нургуль Саматова, Эсентур Абыкеев, Алато 24. И к другим новостям. В Бишкеке проходит выставка кукол в рамках международного фестиваля ОЙМО. В экспозиции участвуют 19 мастеров-кукольников, а также коллекционеры. Все подробности расскажет Даяна Джумабекова. Вот это вот моя коллекция. Я ее собирала очень долго. Татьяна Мордачева собирает советские куклы уже на протяжении 10 лет. В ее коллекции имеется Мальвина, Буратино, Карлсон, Неваляшки, куклы-пупсы, и таких у нее более 1000. Советские куклы зачастую отличались прочностью и долговечностью, благодаря чему многие девочки играли в кукол, говорит Татьяна. Ну, наверное, потому что я в детстве не наигралась в эти куклы. Когда пришло время, их уже не было. И у меня осталась только одна игрушка. Я их начала собирать по одной, по две, по три на обложке, на аукционах у бабушек, у дедушек. И когда у меня такая игрушка появилась, мне очень нравилось, как она играла. Но она у меня развалилась, разломалась. И все. И потом, когда я встретила ее на обложке, я ее, конечно, схватила и потащила домой, мое. А потом пришли остальные другие, то есть получилась уже и коллекция. Выставка кукол организована в рамках международного фестиваля ОЙМО. В ней участвуют 19 мастеров-кукольников и коллекционеров. На протяжении 3 лет они работают на одной площадке, что дает новые идеи для творчества. Гильдия наша существует уже 3-й год. То есть цель гильдии – это такое неформальное объединение мастеров-кукольников, чтобы люди могли обмениваться опытом, какими-то своими идеями. И цель, в общем-то, показать нашим гражданам, что у нас есть такое творческое объединение, куда могут вступить все, кто хотят, кто занимается куклами, кому это интересно, кто этим увлечен. Принимаем с удовольствием всех, проводим мастер-классы по разным технологиям. Наши мастера это проводят. Свыше 7 площадок были открыты для посетителей выставки. На одной из них были представлены самые запоминающиеся персонажи из итальянской комедии «Дель арте». Арлекин, Изабелла, Коломбина, акробат, цирковой артист-комедиант. Все эти куклы были приобретены за границей. А на этой площадке представлены будуарные куклы. Возьмем, к примеру, эту. Туловище у нее войлочное, а голова выполнена из материала фимо. Платье из искусственной замши расшито бисером, а на голове у нее заколка с кристаллами Сваровски. На изготовление одной такой куклы уходит от 6 месяцев и до года. Не оставили без внимания и куклу Барби. Как всегда, традиционный розовый цвет платья, большие европейские глаза и потрясающая улыбка. На создание такой миниатюрной куклы ушло немало усилий, ведь работать над мелкими деталями порой даже сложнее.
А это художественная интерьерная кукла. Выполнена она из полимерной глины. Уникальность ее в том, что каждая деталь прорабатывается до мелочей, а в одежде ее используются антикварные ткани, а потому и цена на такую куклу от 20 до 25 тысяч сомов. Высота этой куклы у Майне 140 сантиметров. Представляет она из себя образ женского божества. Мастер этой куклы использовал для ее изготовления войлок и текстиль. Приходите на выставку, вы воочию увидите огромное разнообразие кукол, от маленьких до самых больших. Экспозиция будет открыта до 4 августа. Даяна Джумабекова, Нуркамиль Асанов, Алато 24. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.